Конституция – это правовой фундамент любого общества. Поэтому, если мы это будем понимать и с уважением относиться к нашей Конституции, то и мы, то и дальнейшее наше развитие республики, правовое развитие будет стабильным. День Конституции Республики Ингушетия. Основному закону исполнилось 26 лет. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проинспектировал образовательное учреждение Сунжи. Индекс промышленного производства составил 115,3%. Это первое место по СКФО и четвертое место по Российской Федерации. Более 40 вопросов сегодня обсудили на заседании Народного собрания региона. Россоборнадзор начнет в штатном режиме использовать технологию распознавания почерка на экзамене. Каждый должен изображать то, что он желает, и делать то, что близко его народу и ему самому. В музее ИЗО сегодня открылась персональная выставка народного художника России Мурата Паланкоева. Здравствуйте, это новости 24. Ингушетия – демократическое, правовое, светское государство. Именно так гласит первая статья Конституции Республики. Этот свод законов 26 лет назад был создан усилиями самых опытных юристов и общественных деятелей региона. С принятием главного документа республики началась ее новая история. Репортаж Светланы Томовой. 26 лет исполняется Конституции Ингушетии. Над изданием главного документа республики полгода кропотливо трудились лучшие умы нашего региона. По результатам голосования 97% жителей, пришедших на участки в день всенародного референдума, новый закон был поддержан. И 27 февраля 1994 года Конституция Республики Ингушетия была принята. Я как философ хорошо был знаком с европейской философией, немецкой, французской. А правовая мысль европейцев, она пронизана философским мышлением. Поэтому представление, допустим, в части, касающейся прав, свобод человека, гражданина, мне вполне понятно, даже если я не юрист. Это было да. А так, что касается более таких частных, не частных, таких моментов специфически правовых, то, конечно, приходилось где-то что-то почитать, что-то посмотреть, что-то там подтянуться и так далее. Такие вещи были тоже, да. Одной из ключевых фигур, причастных к созданию Конституции, можно заслуженно назвать Мурада Келигова. Он стал не только соавтором главного закона Ингушетии, но и первым председателем Народного собрания республики. 11 марта 1994 года Келигов единогласно был избран на эту должность. В те годы из 96 кандидатов в депутаты были избраны 27 человек. Одно дело написать Конституцию, может быть, даже и неплохую для того времени там, и так далее. А другое дело, как шла жизнь. Ну, вот я должен сказать, что жизнь шла в основном не по Конституции. Вот тогда, о котором времени вы говорите, начало 90-х годов, очень сложное время, противоречивое, неоднозначное, проблем выше головы. И тогда, может быть, я понимал, что все равно придется человек, который управляет республикой, ему придется все равно не строго иногда следовать даже по Конституции, а иногда даже и отступить, а иногда даже промолчать кого-то нет и так далее. Ситуация была такая. Было время непростое, но тем не менее нашими учеными, юристами был создан этот проект Конституции, он принят голосованием, народным голосованием. Этот документ ныне действует, и все подчиняются именно нормам этой
Конституции. С принятием этого закона началась новая документально подкрепленная история ингушского народа. За прошедшие годы наша Конституция претерпела некоторые изменения. Она состоит из 11 глав и 114 статей, благодаря которым наш регион получил статус равноправного и самостоятельного субъекта России. Наша задача и представителей государственных органов, и юристов, и средств массовой информации объяснять, рассказывать нашим гражданам роль и значение Конституции в жизни общества. Конституция – это правовой фундамент любого общества. Поэтому, если мы это будем понимать и с уважением относиться к нашей Конституции, то и мы, то и дальнейшее наше развитие республики, правовое развитие будет стабильным и динамичным. 26 лет в регионе действует свой основной закон республики. Наш долг бережно относиться к Конституции республики, чтить, уважать и следовать заложенным в нем нормам и общенациональным ценностям. Я, допустим, считаю, что мне удалось максимально провести те идеи, те мысли, которые я понял, осмыслил и считал их правильными. Жизнь показала, что я правильно делал. Светлана Томова, Новости 24. В связи с Днем Конституции к жителям региона обратился глава Ингушетии, цитата. «За прошедшие 20 лет в нашей республике созданы все необходимые условия для реализации заложенных в Конституции прав и свобод человека. Сегодня республика занимает достойное место среди субъектов Российской Федерации. Наш долг – соблюдать и уважать основной закон республики, следовать заложенным в нем нормам и общенациональным ценностям. Наша общая задача, решение которой зависит от каждого из нас, от нашей активной гражданской позиции и личной ответственности – сделать республику процветающей. Уверен, что общими усилиями мы сможем этого добиться. С праздником, дорогие жители». Конец цитаты. В ДК Ныкажево прошло мероприятие ко Дню Конституции Республики Ингушетия. Среди приглашенных в основном школьники, которые смогли подробнее узнать о главном документе субъекта. О важности основного закона Ингушетии молодому поколению рассказывают представители законодательной и судебной власти региона. Незнание своего закона, незнание своих прав, своих обязанностей, которые закреплены в основном законе и Республики Ингушетия, и Российской Федерации, это создает определенные трудности для любого человека. Один из важных принципов, который гарантирует Конституция – право народа самому избирать власть. В сентябре 2020 года во всех регионах России пройдут выборы в органы местного самоуправления. Ингушетия не станет исключением. Об этом еще раз напомнили собравшимся. Махмуд Али Калиматов принял участие в выездном совещании Совета безопасности России под руководством Николая Патрушева. Участники обсудили актуальные вопросы национальной безопасности в СКФО, в частности, борьбу с коррупцией и безопасность на транспорте. По словам Патрушева, приняты меры по снижению активности ряда некоммерческих организаций, имеющих признаки противоправной деятельности, в том числе с целью разжигания межнациональной розни и создания очагов напряженности. А пресечение каналов финансирования таких структур из-за рубежа способствовало устранению угроз экстремизма и сепаратизма. Патрушев обратил внимание глав регионов СКФО, что в преддверии 75-й годовщины Победы следует уделить особое внимание противодействию попыткам фальсификации истории. Юрий Чайка отметил, что по итогам предыдущих выездных совещаний принимались решения по различным актуальным направлениям общественно-политической и социально-экономической жизнедеятельности макрорегиона. Это способствовало оздоровлению криминогенной обстановки, созданию условий для поступательного развития субъектов округа. На фоне усиления правоохранительной работы следует отметить активизацию в округе работы, направленной на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне такая работа крайне важна. Просил бы руководителей регионов уделить особое внимание пропагандистской работе по освещению героизма нашего многонационального народа в борьбе с фашистскими захватчиками, а также по противодействию фальсификации исторических фактов. По итогам предыдущих выездных совещаний принимались решения по различным актуальным направлениям общественно-политической и социально-экономической жизнедеятельности региона, что способствовало снижению уровня террористических и экстремистских угроз, оздоровлению криминогенной обстановки,
создания условий для поступательного развития субъектов округа. Одним из безусловных приоритетов нашей работы остается противодействие коррупции. Анализ ситуации позволяет констатировать, что уровень коррупционных проявлений в округе остается высоким. А в антикоррупционной работе субъектов округа еще присутствуют инерционные процессы. Так отсутствует эффективная система изучения кандидатов на службу в органы государственной власти и местного самоуправления, функционирование которой должно быть направлено на минимизацию коррупционных рисков и недопущение кланово-корпоративных принципов формирования кадровой работы. Существует необходимость пересмотра подхода к применению мер юридической ответственности в отношении должностных лиц, допустивших коррупционные правонарушения. Актуальным вопросом является развитие системы информационного обеспечения деятельности антикоррупционных органов субъектов округа, а также их дальнейшее кадровое укрепление. Глава Ингушетии проинспектировал образовательное учреждение Сунжи, пообщался со студентами пожарно-спасательного колледжа. Здесь проходит обучение около 1000 человек, осваивают профессиональные навыки в течение 3 лет. Затем Махмуд Али Калиматов направился в Сунжинскую вторую школу на 704 места, возведенную в 2014 году. Подробности в сюжете. Инспекционный выезд в Сунжу. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов начал с посещения профессионального образовательного учреждения «Пожарно-спасательный колледж». На территории учебного заведения ребята проходят практические обучения. Здесь их учат правильно реагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Очень хорошая база у вас. Это учебная башня, вот там тренируются на скалодроме ребята. Вот они сейчас будут вытаскивать оттуда человека, тренировку проводят они. В одном из корпусов Махмуд Али Калиматов пообщался со студентами колледжа, поинтересовался условиями их обучения. Ребята продемонстрировали руководителю субъекта свои умения и навыки. В настоящее время в учреждении реализуется 5 основных программ базового уровня по специальностям: сестринское дело, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах. Колледж выпускает студентов по профессиям: пожарный, портной, младшая медицинская сестра по уходу за больными, закройщик, делопроизводитель, мастер по обработке цифровой информации. Как условия у вас? Кто больше всех потянется? Сколько? 20-22? Это хороший. Парни подготовленные, очень серьезные. Я тубок общался. Вот. Чтобы у вас все получалось. Чтобы вы дальше еще учились. Тоже очень важно. Очень важно. В будущем руководство колледжа планирует создание у себя на территории физкультурно-оздоровительного комплекса и специализированного полигона для проведения практических занятий. Далее руководитель региона посетил школу номер 2. Глава Ингушетии пообщался с учащимися, ознакомился с образовательным и воспитательным планом обучения, а также поинтересовался школьными проблемами. Несмотря на то, что образовательное учреждение рассчитано только на 420 посадочных мест, в настоящий момент в нем учатся более 900 детей. По словам директора школы Мовлатхан Парижевой, из-за перегруженности в кабинетах дети здесь обучаются в 2 смены. После обеда занятия посещают ученики начальных классов, а их около 200. Махмуд Али Калиматов заверил учеников и руководство школы, что власти региона рассмотрят возможность оказания помощи для строительства нового корпуса. У нас на Всероссийской олимпиаде по французскому языку девочка 1 место заняла. Надо, чтобы 20-30 заняли первое, не одна. Да. Правильно, ребята, надо. Здесь дети умеют читать. Язык свой надо хорошо знать. Тогда и другие языки будете знать хорошо. По данным регионального Минстроя, в 2020 году в республике будет начато строительство 10 школ, в том числе одна из них будет построена в Сунже. Здание новой школы рассчитано на 720 мест и позволит значительно разгрузить городские школы. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24. Владимир Путин поддержал предложение на закрепление в Конституции Российской Федерации норм о бережном отношении к детям. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в основном законе страны. В ходе заседания рабочей группы депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить Конституцию положениями о том, что власти России обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Глава государства также поддержал идею председателя профессионального союза работников АПК Натальи Агаповой внести в главное
главный российский закон – норму об уважении к труду. С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны, это основной закон. И если в Конституции сказано об этом, то тогда уважение к труду и к людям труда будет привлекать внимание, отметил президент Владимир Путин. Бюджет республики, национальные проекты, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализация ипотечной программы «1000 квартир». Все это сегодня обсудили в Народном собрании Ингушетии. Там прошло 70-е заседание депутатов 6-го созыва. На повестке дня больше 40 вопросов. Основные из них в репортаже Ирины Цичуевой. На повестке очередного 70-го заседания депутатов 6-го созыва больше 40 вопросов, направленных на улучшение качества жизни, социально-экономических показателей и не только. По решению депутатов первым выносится вопрос о внесении изменений в закон о бюджете республики. С отчетом выступает исполняющий обязанности министра финансов региона Дмитрий Дармидонтов. Он рассказал, что изменения в проект закона вносятся по рекомендации Министерства финансов России. В частности, они касаются исключения как инструмента из источников финансирования кредитов в коммерческих банках. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, увеличили МРОТ, а также произошел ввод в эксплуатацию новых объектов социальной сферы. В связи с этим также увеличивается, соответственно, налоговое поступление в этот бюджет. Помимо того, остатки, которые мы обозначили, это у нас остатки неиспользованных средств Дорожного фонда, восстановление неиспользованных средств в 2019 году остатков средств фонда реформирования ЖКХ, ну и остатки от той федеральной помощи, которая оказывалась федеральным центром нам в 2019 году. Депутаты интересуются, как Минфин планирует рассчитаться с налогами и страховыми взносами. Дмитрий Дармидонтов отметил, что на решение этого вопроса поступила финансовая помощь из федерального бюджета. Первую часть из этой суммы мы оплатили в 2019 году, закрыли все проблемные моменты, связанные с налогами, первую часть, которые возникли у нас в республике за предыдущий период. Вторая часть поступила в конце года. В начале этого года мы провели большую работу по финансированию оплаты налогов и страховых взносов. Я думаю, что в ближайшее время мы проведем сверку с налоговой службой, подведем итоги. Большая часть проблемных моментов, связанных с оплатой налогами, мы, я думаю, что закроем в первом квартале, максимум во втором. Еще один важный вопрос на повестке дня – состояние экономики Ингушетии. Как отметила Лиана Плиева, исполняющая обязанностями министра экономики, промышленности и торговли Ингушетии, в целом 2019 год был для республики стабильным. Региону удалось добиться неплохих экономических показателей. Вырос объем по темпам строительства жилья, успешно реализованы национальные проекты. Индекс промышленного производства составил 115,3%. Это первое место по СКФО и четвертое место по Российской Федерации. Оборот розничной торговли вырос на 2,2%. Это первое место по СКФО и 27 место по Российской Федерации. Объем выполненных строительных работ вырос на 0,9%. Четвертое место по СКФО, 34 место по Российской Федерации. Начисленная среднемесячная заработная плата составила 107,1%. Второе место по СКФО и 35 место по Российской Федерации по темпам роста. В рамках реализации федеральных и региональных программ большая поддержка оказана в отчетном периоде субъектам малого и среднего предпринимательства. Начата реализация мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности», в рамках которого разработано 4 региональных проекта. В рамках национального проекта реализованы основные мероприятия. Первое. Осуществлена докапитализация фонда поддержки предпринимательства в целях дальнейшего предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем финансирования более 23 миллионов рублей. В этом году перед министерством стоят определенные задачи. Это повысить все основные, важные для экономики показатели, успешно реализовать ипотечную программу «1000 квартир». В планах также увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, начать работу по реанимированию экономических проектов. Рина Цичуева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Как защитить себя от правового произвола? Об этом сегодня говорили в Национальной библиотеке Ингушетии имени Джамалдина Идиева. Прокурор и представители Ассоциации юристов России рассказали студентам и школьникам о том, что нужно делать, если их задержала полиция. Лекция была организована публичным центром правовой информации Национальной библиотеки. Подобного рода мероприятия, к слову, проводятся не в первый раз.
Каждый месяц они проходят в течение года. В конце каждого года мы составляем новый список на будущий год. И в связи с тем, что у нас есть программа, называется эта программа повышение правовой грамотности населения Республики Ингушетия. И вот в рамках этой программы мы проводим данные мероприятия. В региональном министерстве культуры и архивного отдела подвели итоги работы за прошедший год. Сделать удалось немало. Создан и успешно реализован этнокультурный проект «Легенды Ингушетии». В странах Европы и СНГ проведены Дни культуры нашей республики. На театральной сцене поставлены и представлены зрителю новые спектакли. Также организованы мероприятия в рамках акции «Ночь музеев». Больше об этом расскажет наш корреспондент Жаридат Халухоева. Год театра в Ингушетии, как и обещалось, стал насыщенным на культурные мероприятия. Всего за отчетный 2019, согласно основным показателям деятельности, театрально-культурными, культурно-досуговыми и библиотечными учреждениями их было проведено больше 4000. Если сравнивать эти показатели, намного выше, чем в 2018. Помимо прочего, в 2019 году количество зрителей на культурных мероприятиях составило более 700 тысяч человек. Об успехах, достигнутых культурно-досуговыми центрами, рассказала исполняющая обязанности замминистра культуры и архивного дела Айна Ильясова. Деятельность Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия в отчетный период 2019 года была направлена на выполнение задач, определенных Майским указом президента Российской Федерации 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В 2019 году Ингушетия познакомила многие страны с традициями, обычаями, кухней и танцами народа. Прикоснуться к истории региона через ее культуру смогли жители таких стран, как Франция, Азербайджан, Польша. Среди мероприятий данного направления необходимо отметить концерт государственного ансамбля народного танца Ингушетия в рамках программы 22-го фестиваля российского искусства в Каннах, Франция. Участие детской студии Лиги государственного ансамбля народного танца Ингушетия в 5-м международном фестивале фольклорного танца «Мост дружбы» Баку. Также в рамках многолетнего культурного взаимодействия двух соседних республик было реализовано 15 мероприятий на территории населенных пунктов пригородного района РСО Алания. Как и обязывал план прошлого года, большую работу региональный Минкульт провел с театрами Ингушетии. Одним из крупных мероприятий стал этнокультурный проект «Легенды Ингушетии». Помимо этого, театры и республики пополнили свой репертуар 3 новыми спектаклями «Гроза» и «Раздайна Синош» и обновленная версия спектакля «Пока Арба не перевернулась». Участвовали в гастролях в соседних республиках. Республика Ингушетия приняла эстафету театрального марафона. У нас в Доме культуры города Назрань прошло мероприятие по закрытию и открытию года театра. Мы принимали участие с гастролями. Наш Русский государственный музыкально-драматический театр выступал в городе Грозном. В Республику Ингушетия приезжал Ставропольский театр имени Лермонтова, показывал свои спектакли. То есть активная работа велась именно по театральному направлению. Укрепилась материально-техническая база на наших театрах, то есть мы приобрели и оборудование, и транспортные средства для наших учреждений театральных. Говоря об открытиях, в 2019 году распахнули свои двери 6 новых домов культуры, построенные по самым современным строительным технологиям. Благодаря этому улучшились и условия содержания библиотек сельских поселений. Буквально вчера мы открыли один объект в сельском поселении Плиева. И, на мой взгляд, очень качественно. И подрядчики сделали свое дело. И глава был очень доволен. И оборудование, которое мы при мне, уже так будем говорить откровенно, мы контролировали все эти вопросы, чтобы и оборудование, и сцена одежда, и кресла, чтобы все было качественно. Кроме перечисленного, музеями республики проведены мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств», также посвященные памятным и праздничным датам. Проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие и популяризацию культурного наследия Ингушетии, возрождение старинных обычаев и традиций, выставки, посвященные юбилейным и знаменательным датам истории Ингушетии и России, профессиональным праздникам, экскурсии и лекции на стационарах по действующим музеям, экспозициям и выставкам.
Традиционно на итоговой коллегии ставятся задачи на 2020 год. Как отметил министр культуры, первым делом необходимо реализовать все мероприятия, намеченные в рамках празднования 250-летия единения республики с Россией. В планах ведомства организовать Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации, Госдуме, в других российских регионах и странах СНГ. Завершением этого тура станет гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. Мы планируем провести фестиваль симфонических оркестров, выпустить книги писателей и поэтов, выездные выставки наших музеев. Начнется работа по реконструкции театра юного зрителя. Начнется строительство 4 учреждений культуры: Русского музыкально-драматического театра Республики Ингушетия, Государственного колледжа искусств. В этом году особое внимание будет уделяться новым объектам культуры. В частности, как отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Марем Амриева, нужно создать достаточное количество кружков и любительских объединений, разножанровых коллективов народного творчества в новых домах культуры. Главой республики поставлена задача и перед правительством, и перед Министерством культуры, чтобы дома культуры заработали для того, чтобы решить самую главную задачу. Это как большее, возможно, большее количество населения привлечь вот именно в культурную среду, чтобы люди участвовали в культурных мероприятиях, посещали концерты, музеи, другие учреждения. Завершая коллегию, министр культуры Тамерлан Зейтов отметил необходимость продолжать работу по исполнению нацпроектов, не забывая при этом и о реализации других государственных программ. Жарадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24. Моусар Евлоев попал в ДТП в Таиланде. Там он находится на сборах. Во время поездки на мопеде на утреннюю тренировку на него наехал автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. К счастью, Моусар избежал переломов, но была содрана кожа на значительном участке тела. 8 марта этого года у чемпиона М1 должен был пройти бой с Джамалом Эмерсом на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе. Врачами промоушена было принято решение снять его с боя в связи со сжатыми сроками на восстановление. Это уже второй бой, который был отменен у Моусара Евлоева. Первый также должен был пройти в Лас-Вегасе с Дагласом Сильва де Андраде 7 марта. Надеемся на скорое выздоровление нашего земляка. Вышедшие из строя счетчики, самовольное накидывание проводов и, конечно, задолженности за потребление электроэнергии. Сегодня в Кантышеве сотрудники МРСК совместно с местной администрацией провели рейд по должникам. Заодно устранили ряд допустимых жителями нарушений в отношении эксплуатации коммунального ресурса. Подробности в репортаже. Этот красивый коттедж расположен по улице Келлигова. Для специалистов МРСК всего лишь объект, где проживают нарушители платежной дисциплины. Он заинтересовал их в ходе рейдовых мероприятий по выявлению неплательщиков за потребленную электроэнергию. И таких домов очень много, рассказывает Батыр Булгучев. Мы уведомление об ограничении выставляем на сайте, что он в течение месяца, если не оплатит образовавшую задолженность, что он будет отключен. Мы уведомляем его на сайте, то есть на сайте. То есть мы имеем такое право, мы не должны ему лично приходить, отдавать уведомление, что тебя отключат. А так, дети контролируешь. Вопрос с незаконными потребителями, самостоятельно подключившимися к электросети, решается сразу на месте. Так называемые накидки обрываются и выписываются акты о самовольном подключении. У Маулатхан Олеговой задолженность за потребление электроэнергии тянется с 2016 года. Сумма составила 16 тысяч рублей. К работе специалистов МРСК бабушка отнеслась с пониманием. Проверить показания счетчика в доме, расположенного по соседству с бабушкой, не получилось. Выяснилось, что прибор учета сгорел. Хозяин дома тут же попросил энергетиков поменять его на новый. Услышав положительный ответ, он вызвался оплатить часть задолженности. Он за 4 года он оплатил всего лишь 2500 рублей. И у него задолженность из-за того, что дом маленький, 16 тысяч образовалась задолженность. Помимо этого он оплатил 2500. Сейчас у него остается 16 тысяч, он оплачивает 10 тысяч. И 6 тысяч потом он оплатит через месяц, через 2 месяца. Вот так.
Проверить прибор учета энергоресурсов не представилось возможным и здесь. Как выяснилось со слов соседей, в этом большом коттедже уже длительное время никто не проживает, но по энергозатратности он нисколько не отстает. К дому подведены аж 2 так называемых ввода. Мы данного абонента обестачиваем прямо с ввода и вводим полное ограничение электроэнергии. В дальнейшем, если абонент, который проживает по данному адресу, он явится и предоставит нам доступ к проведению нашей работы, то есть будь это инструментальная проверка или какая-либо иная, связанная с прибором учета, мы примем соответствующие меры и уже восстановим ему энергоснабжение. Обойдя не 1 десяток домов, энергетики рассказывают, такими рейдовыми мероприятиями сегодня охватили одновременно и другие села Назрановского района. По словам участников рейдах, уже все дела с платежной дисциплиной обстоят в селении Кантышево. Жильцам, которые ввиду сложившихся обстоятельств или финансовых затруднений не могут погасить долги, энергетики идут навстречу. Сейчас оплачиваешь сколько ты можешь. В течение недели, если ты свой вопрос не закрываешь, мы тебя ограничиваем 100%. То есть отключаем прям с опоры. По словам энергетиков, рейдовые мероприятия по взысканию долгов с неплательщиков вкупе с разъяснительной работой будут вестись и дальше, до тех пор, пока не будет достигнута своевременная и 100% оплата потребления. Жарадат Хулухоева, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24. Проверка прозрачности сдачи ЕГЭ. С этого года Рособорнадзор начнет в штатном режиме использовать технологию распознавания почерка на экзамене. Как отметили в ведомстве, апробацию программ искусственного интеллекта, связанных с почерком, провели еще в прошлом году. Напомним, что в 2019-м Рособорнадзор также ввел на экзамене новую систему распознавания лиц. В скором времени ведомство намерено задействовать также и поведенческий анализ действий участников с использованием нейросети. «Я вам пишу». Почта России и Министерство образования Ингушетии объявляют темы всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2020» и открывает прием конкурсных работ учеников и педагогов. Этот проект объединяет более 100 тысяч школьников и студентов со всех регионов страны. Также знакомит с историей и традициями эпистолярного жанра. Свои темы для сочинений в 9 номинациях представили в Малгобекской 5-й школе. Микаил Тангиев подробно. Сегодня мы приехали в Малгобек не просто так, потому что уже 2 года подряд у нас есть победители именно из вашей школы. 18-й всероссийский конкурс «Лучший урок письма» в нашем регионе официально запущен. Всего участники должны представить свои работы в 9 номинациях, среди которых есть темы, посвященные Отечеству, защитникам Родины и сохранению семейных ценностей. Рецепты счастливой семьи проводится совместно с Фондом социально-культурных инициатив. О рецепте семейного счастья Шарифа Халухоева знает не понаслышке. Эту номинацию для участия в конкурсе она выбрала специально, так как за примерами далеко идти не нужно. Ее дедушке уже 94 года. За всю жизнь он прошел через множество испытаний, но сумел создать крепкую и любящую семью. Взаимопонимание, сплоченность и, главное, правильное воспитание. Вот на чем строится фундамент счастливой семьи, уверена школьница. У моего дедушки 7 детей, также у него есть и правнуки. Он пример для многих, лично я так считаю. Я считаю, что он многое достиг в свое время, и благодаря ему наша семья такая счастливая и сплоченная. А вот Юнади Шаухалов решил побороться за звание лучшего по банковской части. После учебы парень планирует поступать на экономиста. Он уверен, что участие в конкурсе пойдет только на пользу. В первую очередь, это отличная возможность узнать для себя много нового. В банковской системе будущего конкурсант видит большие перспективы развития, направленные на повышение удобства для клиентов. Я считаю, что в 2030 году, возможно, полностью будут искореneны карточки, а деньги будут переводиться с мобильных телефонов или других видов гаджетов. Также я считаю, что работников банка как таковых не будет, все будет автоматизировано. Ну, проще говоря, роботы будут всем этим заниматься, и переводы в основном будут через интернет. Ингушские школьники и педагоги русского языка неоднократно становились победителями и лауреатами всероссийского конкурса «Лучший урок письма». В прошлом году призовое место заняла педагог Хадижат Арчакова и была удостоена специального поощрительного приза в городе Ставрополь. Мне было интересно разработать урок, благодаря которому я снова смогу привлечь детей к тому, чтобы они писали письма. Кто считаются выдающимися представителями мировой литературы, они же не зря обращались к этому жанру. И именно это я хочу передать своим детям.
Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится уже 18 лет. Его организаторами являются Почта России, Московский государственный университет имени Ломоносова, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. Основная цель – это возродить традиции эпистолярного жанра и сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка. Мы проводим такие акции, мероприятия, чтобы больше привлечь молодежь. Мы каждый год работаем с учащимися, школьниками, студентами. И сегодня мы привезли 9 номинаций. Для участия в конкурсе необходимо до 1 июня этого года направить заявку и письменную работу в региональный оргкомитет по адресу город Магаз, улица Кайсына Кулиева, 20А. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Он живет искусством и вдохновляет своим талантом окружающих. Его произведениями коллекционеры регулярно пополняют свои сокровищницы. Народный художник России, Ингушетии, гравер, скульптор уникальный Мурат Паланкоев сегодня в центре внимания творческой интеллигенции. В Музее изобразительных искусств прошла его персональная выставка. Экспозицию составили 50 полотен. Дана Плиева ознакомилась. Кажется, только шагнешь и окажешься в окружении восхитительных горных пейзажей, грациозных горянок и смелых джигитов. Прекрасный край башен и легенд, оживающий воображение на холстах знаменитого мастера кисти Мурада Паланкоева пленяет взор каждого в зале. Я очень люблю горную Ингушетию, и когда ее посещаешь летом, получаешь массу вот таких эмоций. И точно так, когда я его картины смотрю, я вижу вот эти краски горной Ингушетии, вот эту зелень, это голубизну неба, облачность. Я, конечно, не искусствовед, но меня просто вот наполняет чувством какой-то красоты, чистоты, вот веры во все хорошее его работы. Творения художника не отпускают просто так. Случайный взгляд зрителя, цепляющий любое живописное полотно, еще долго невозможно отвести от него. Большинство этих картин не раз представлялись на всероссийских и международных выставках. Многие попали в частные коллекции ценителей искусства. Во Франции, Италии, Сирии. Но выставляться на родине всегда волнительно, отмечает художник. Я вообще изображаю больше Ингушетию. Вот, в основном. Из-за этого... Не знаю. Каждый должен изображать то, что он желает. И делать то, что близко его народу и ему самому. Народный художник Ингушетии и России, почетный член Российской академии художеств, а также скульптор, чеканщик, керамист и гравер. Руки мастера владеют самыми разными видами творчества. Близкий друг художника Ахмед Майсагов признается, в жизни Паланкоев скромен и немногословен, но многогранность натуры, полной любви к своему краю и народу, сквозит во всех его работах. Я сразу почувствовал какую-то особую тягу к этому человеку. Это человек с очень такой светлой аурой, позитивный. Это создатель, вот он мастер, он вот как магнит притягивает к себе людей. Я поздравляю и себя, и весь наш народ, что у нас есть Мурат Паланкоев, и что мы имеем возможность гордиться тем, что Мурат Паланкоев ингуш, и ингуш с большой буквы. Последняя выставка Мурада Паланкоева в стенах этого музея была 20 лет назад. Поэтому поздравить художника с открытием долгожданной экспозиции приехали гости не только из Ингушетии, но и различных регионов. В адрес мастера было зачитано поздравление от его председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина. Среди гостей выставки оказался исполняющий обязанности министра культуры региона Тимирлан Зейтов. Человек уникальный, конечно. Каждая работа его, она пропитана вот какой-то вот энергией. Конечно, в этом и есть, наверное, отличительная черта, наверное, каждого или художника, или того или иного артиста, наверное. В этом смысле я вот смотрю картины, получаю огромное удовольствие и хочу всех поздравить, наших жителей, с тем, что сегодня выставка удалась, прекрасную выставку сделал Мурат Махиевич Паланкоев, и пожелать ему доброго здоровья. Мурат Махиевич является визитной карточкой национальной культуры нашей республики, не только в России, но и во всем мире. Его персональные выставки проходили в европейских странах, в Сирии и во многих регионах России. Вот. Ну, я думаю, что эта выставка будет иметь большой резонанс, и, я думаю, вызовет большой интерес у наших зрителей. Стоит отметить, что одним из творений Паланкоева почти каждый день любуются не только жители региона, но и туристы с разных стран мира. Художник – автор одной из главных достопримечательностей республики – 9 башен на мемориале памяти и славы. Ну а насладиться его картинами можно просто придя в Музей изобразительных искусств. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.
Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.